Осень бродит в старом парке, дарит осень всем подарки. Осень не время хандрить, осень время звать в гости друзей. Ведь не зря говорят: гость в дом, радость в дом. Это программа «Язык мой, друг мой». И сегодня мы с вами будем говорить о гостеприимстве. Добро пожаловать или посторонним вход разрешен. Добро пожаловать в Татарстан. Когда встречают по одежке и провожают подарками. Птичий язык. Его назвали так Кыштыле. Не говорят, а едят. И какие блюда раньше были людьми. Особенности диалога. И кыстыбый, и чак-чак, и все тому подобные вещи мы будем называть их татарскими исконными именами. Где говорят «айда гулять», а где «айда уха». Они первые, кого видят гости Татарстана, если точнее, вип-гости. Правда, сегодня без традиционной формы и национальных блюд, но с главным своим оружием, сражающим наповал – улыбкой. Гостей встречают всегда втроем и на 3 языках. Добро пожаловать в Татарстан. Знакомьтесь, Эльза, Маргарита и Диляра. Секреты татарского гостеприимства для них уже давно не секреты. В первую очередь мы их приветствуем улыбками, татарским, русским, английским языком. Многие люди уже отзываются о делегациях из других стран, что им очень запомнилась встреча. Они на протяжении всей своей поездки, то есть помнили то, как они вот только сошли с трапа самолета и увидели 3 красивых девушек в национальных костюмах с национальными угощениями. На каждый случай особый наряд, но всегда с национальным колоритом и атрибутикой. Здесь каждая мелочь и каждая буса имеет значение. Все костюмы, в которых мы встречаем, они являются, так сказать, стилизованными на сегодняшний день. То есть очень много украшений и прочего, но остались те первоначальные детали в костюме татарском, которые были и издревле. То есть это изю и хасите, это неотъемлемые элементы татарского национального костюма. Нагрудное ожерелье хасите татарская красавица собирала и дополняла всю жизнь. Обереги, камни, бляхи. По нашим меркам дизайнерская работа. Городские модницы предпочитали тяжелые камзолы, платья из шелка и парчи, а вырез закрывали вышивкой. Изю в переводе означает грудь, закрывала область декольте. Селянки были скромнее. Ситцевое платье, нарядный вышитый фартук. Но и те, и другие не могли обойтись без колфака, маленькой шапочки. Ну и совсем уж мало кто сейчас знает, что лучший подарок на память о Татарстане, тюбетейка, получила название от тюркского слова «тёбе», означающего верхушку горы, а уже потом макушку головы. Некоторые историки утверждают, что шапка Мономаха – не что иное, как золотая тюбетейка, которой хан Узбек наградил за преданность Ивана Калиту. Определенное сходство здесь прослеживается. Какое гостеприимство без угощений? Татарские красавицы знают. Голодный гость, злой гость. Мы встречаем гостей с русским традиционным караваем, хлеб-соль и национальным блюдом чак-чак. Многие гости сначала не понимают, с чем мы стоим. И потом, когда мы объясняем, что это татарское национальное блюдо чак-чак, они сначала удивляются, но когда пробуют, у них просто на лице появляется улыбка. Вкус татарских блюд попробовал, запомнил, а чуть позже и вовсе заявил, что чак-чак и беляши должны заменить Макдональдс Владимир Путин. Чак-чак – это да, это вкусно. И не только там беляши вкусные татарские. Башкирский сек-сек, казахский шек-шек, татарский чек-чек и узбекский чак-чак. Самое знаменитое сладкое блюдо татарской и башкирской кухни. Обязателен на семейных торжествах, национальных праздниках и свадьбах. Чак-чак-рекордсмен весом в 1000 килограммов был приготовлен в честь тысячелетия Казани 29 августа 2005 года. Да и сейчас его готовят на городские и республиканские праздники. Наследство от тюркских племен периода Волжской Булгарии в татарской кухне остались котак, болмай, ковартма. Дорогие гости! Чтобы уважить гостей, хозяева могли заговорить и вовсе на чужом языке, языке своего гостя. Но угощение было всегда традиционным, своим. Азбуку гостеприимства давно изучила и известный кулинар Резида Хусаинова, мастер от Бога и человек души татарской. И даже скорее татарстанской. Бисмилля-рахман-рахим. Мы сегодня будем приготовить хворс
В ее собственной книге рецептов, кажется, и слова имеют свой вкус. Попробуйте, пусть не на вкус, но хотя бы на слух. Чак-чак, губадия, баурсак, зурбелеш, вакбелеш, перемеш. Все эти названия пришли к нам от далеких предков. Белеш. Так в татарской и башкирской кухнях называют большие пироги из пресного теста. Ближайшим родственником беляша является перемеш. Эти разновидности отличаются только формой. Эшпушмак. Буквально треугольник. Татарское национальное блюдо, печеное изделие из дрожжевого, реже пресного теста. Этот у нас каштеле, ну по-русски она переводится хворс. Но мне кажется, наши предки его назвали так каштеле. Это, если перевод сделать, вот перевод на перевод, она получаете птичий язык. Действительно, она получается такой нежный, такой прямо хрустящий, очень вкусный. Птички ведь так красиво у нас поет. Ее конек сложно сделать просто, ведь не зря говорят, гостя встречают по одежке, а хозяйку оценивают по столу. На столе у Резиды Хусаиновой национальные блюда. И если первым о татарской кухне на весь мир рассказал Юнус Ахмедзянов, то она, несомненно, та, что сейчас татарской кухне этот мир покоряет. Недавно только я приехала из Америки, мы ездили туда на Сабантой, артисты отправили и отправили меня. Я готовила там очень много, гостей очень было много. Мы говорим немножко, когда по-татарски разговариваем, мы говорим по-русски, какие-то один-два слова, связка слов говорим, а они говорят по-английски какое-то слово. За такой привет от Татарстана ей огромное спасибо от наших земляков в Америке. И говоря это спасибо, они, наверное, и не догадываются, что здесь в одном слове спрятались два. Они срослись, иначе не скажешь. Слово «спасибо» возникло из формулы «спаси вас Бог». На завтрак чай с перемечами, на обед суп с лапшой, а на ужин костыбы. О татарском гостеприимстве уже давно слагают легенды. Ведь у татар не просто встретить гостя и угостить его еще и нужно одарить. Никто не уехал без подарков из чемпионата мира. На выбор кухни народов Татарстана. Марийская, чувашская, русская, татарская. Здесь даже меню читаешь, как песню. Откагыльо. Вареники. Подранвуч шур. Суп из борщевика. Онар. Суп с фрикадельками. Колан лашка. Суп-лапша с рыбой. Жарит лымешоки. Печень по-татарски. Вот, к примеру, суп-анар, что в переводе с марийского «великан». Суп-анар готовим. Как обычный суп. Лук жарим, морковь жарим. Заправка. А у кряшен на столе для встречи гостя всегда стоят пироги, ведь основа пищи этой народности – мучные и крупяные изделия. Вот пироги, которые мы это праздники печем всегда. У нас очень большой праздник Пасха. Мы очень готовимся на нее. Красим яички. Накрывая на стол, мы и не догадываемся, что иногда названия тех или иных блюд сами были живыми людьми или целыми городами. Ну вот, к примеру, Наполеон пирожное получил такое название не во Франции, а в России в год столетнего юбилея Отечественной войны 1812 года. Тогда одна из кондитерских фирм выпустила пирожное, которое по форме напоминало треуголку Наполеона. Соус бешамель назван по имени гофмейстера французского короля Людовика XIV, маркиза Бешамеля, который продиктовал своему повару рецепт нового соуса. Бефстроганов от графа Строганова, известного дипломата и гурмана. В честь графа его любимое блюдо, мелко нарезанные кусочки мяса в соусе, было названо бефстроганов, то есть говядина по-строгановски, ведь беф с французского говядина. Праздновать с размахом и угощать всех, кто придет, в Татарстане не просто любят, но и хорошо умеют. Начинают в мае с русского каравона, потом отмечают татарский сабантуй, мордовский балтай и валдашиняс, марийский симык, удмурский гырон-баттон, чувашский учук и уяв, славянский Иван Купала и кряшинское петрау. И когда культура и обычаи сплетаются, сливаются и языки. Во всех языках мира есть слова-туземцы, а есть и пришельцы. Само взаимодействие любых двух культур, тем более таких серьезных, солидных, как наши эти две культуры, здесь пересекающиеся в Казани, это всегда в языке оставляет след, очень значительный и резкий.
Перечислять все эти слова смысла нет. Прекрасно мы их все знаем, о чем-то наслышаны. Сундук, сарафан, балда и так далее. Можно решить проблему проще. Каждый из телезрителей ваших может сейчас, перебрав десяток слов, определить с достаточно высокой вероятностью, какие из этих, казалось бы, русских слов на самом деле являются тюркизмами. Самый простой пример, самая простая иллюстрация – это закрытый слог в середине слова. Допустим, баш-мак. Сочетание «ш» и «м» – это закрытый слог, и такие слова были не характерны для славянских языков времен вот этого взаимодействия 13-14, в первую очередь, веков. Соответственно, любое подобное слово с большой степенью вероятности можно считать тюркским заимствованием, татарским, если угодно, заимствованием. Интересные в этом плане вещи – это, во-первых, слово «отец», которое представляет собой осложнение суффиксом «ец», «купец», «молодец» и так далее, русским, если угодно, суффиксом, прекрасно всем известного татарского слова «ати», «атием» и так далее. Интересно в этом отношении слово «книга», которое этимологически восходит тоже к тюркскому «китаб». Татарстанскую речь не всегда могут понять за пределами республики. Когда в Татарстане гостям говорят «айда», в Питере пожимают плечами. Ведь у нас «айда» значит «пошли», а в Питере, если и воскликнут, то только «айда, вкусное ухо». Чаще всего это слово встречается в районах Татарстана и Башкирии, но есть и исключения. Так, в одной калужской газете есть рубрика «айда в кино». В Японии слово «айда» значит «между», а у сербов говорят «айде», что значит «хорошо, давай». Уникальность Татарстана, наша специфика, это то, что, по сути, к тюркскому «айда» мы присоединяем окончание русского глагола повелительного наклонения и получаем «айда-те». И вот это уже поймут и в Питере, и где угодно, и не станут даже задумываться над тем, что означал первичный корень. Тоже результат взаимодействия, взаимосвязи. Иногда мы в гости не идем, а едем на электричках, автобусах, поездах. И в кассах железнодорожного вокзала очень часто можно услышать: у вас билет в плацкарт есть? Нет, билета в плацкарт нет. И кассир, и пассажир даже не знают, что допускают ошибку, ведь существительного плацкарт попросту не существует. Существительного мужского рода плацкарт в словарях нет. А что же есть? А есть плацкарта. Плацкарта – существительное женского рода. Билет на нумерованное место в вагоне поезда. От немецкого слова «плацкарте». Подобные ошибки очень часто допускают и со словом «рельс», говоря «рельса», «манжет», а надо «манжета», и «повидло» с «а» на конце вместо «повидла». Рельс или рельс? Рельс. Манжет или манжета? Я уже забыла по-русски. Манжет. Повидло. Это точно. Повидло или повидло. Повидло. Плацкарт или плацкарта. Плацкарта. Рельс. Манжет. Повидло. Через О. И плацкарт. Рельс или рельса? Рельс. Манжет или манжета? Манжет. Повидло или повидло? Повидло. Плацкарт или плацкарта? Плацкарт. Впрочем, главное в гостеприимстве все же не грамотная и правильная речь, а душевное тепло и радушие, с каким встречают гостя. И даже если вы нальете черное кофе гостю, он не расстроится. И уже не страшно предложить гостю черный кофе, а ведь когда-то считалось, что хорошим может быть только черный кофе, а черная дрянь. Но все течет и все меняется. Вот и нормы русского языка уже разрешают. Кофе может быть черное, среднее или среднего рода, или черный, мужской. Ну и борьба со словом «кушать». Кушать может быть подано, и совершенно спокойно кушать может либо ребенок, либо женщина. А вот если мужчина скажет «я, мол, кушаю», то это уже звучит как речевое мещанство. То же самое будет, если я, к примеру, скажу: «Я дико извиняюсь, конечно, но я лучше звякну, чем подскочу». Что в переводе на нормальный русский звучало бы: «Извините, но мы с мужем лучше позвоним, чем подъедем». Не забывайте улыбаться, радоваться встрече с друзьями и близкими, возможности пообщаться и поделиться. Чем богаты, тем и рады, скажут русские, а татары ответят: если нет угощения, приласкай гостя словом. Или если угощают, пей даже воду. Менә хөрмәтле дусларым, шундый тәмле безнең кыш телебез әзер булды.
Мы приготовили такой замечательный, вкусный кыштеле хворос. Ашларыгыз тәмле булсын. Һәрберегезгә дә исәнлек, саулык телим. Гаилә бәхете. Бер-берегезне яратып, сөеп яшәргә Ходай насыйп итсен. Я всем желаю здоровья. Все у нас будет хорошо. Ходить в гости – это еще и значит наводить своеобразные мосты дружбы, делиться хорошим. Ведь гостеприимство – это прежде всего радушие. Помните, что тот, кто пришел разделить с вами радость, обязательно придет разделить с вами горе. Это была программа «Язык мой, друг мой». Давайте будем гостеприимными хозяевами и благодарными гостями.